анатомические особенности, там действительно нет мышц. Внутри одни сухожилия, одни тяги, которые позволяют управлять сгибательным и разгибательным процессом конечности лошади. А все мышцы подняты вверх, они находятся вверху, они скрыты. Это позволяет лошади не тратить энергию на размахивание своих тяжелых ног. Они легкие, грациозные. То есть вот как мы манипулируем марионеткой, так вот эти тяги изнутри, из мощных мышц крупа, туловища, корпуса лошади заставляет ее сгибать. И при этом лошадь просто фантастические пируэты может выделывать. Красота. А теперь вернемся к силе. Вот что такое лошадиная сила? Да? Ну, я не открою вам секрет, это вообще не сила. Термин «лошадиная сила» обозначает мощность. Это способность совершить какую-то работу за какой-то интервал времени. Чем больше работа, чем быстрее мы это сделаем, тем больше мощность происходит. Одна лошадиная сила, ну, мы сейчас привыкли к киловаттам, это 0,7 киловатт. То есть вот если чайник мы включаем, то там мощность потребляемая 2 лошадиные силы. Правда, мы так не говорим. Если человек, любой из вас, сядет на корточки и выпрыгнет, в этот момент он разовьет, на короткий момент, разовьет мощность лошадиной силы. Ну, соизмеримо с этим. То есть в пиковые моменты человек способен развить лошадиную силу. Соответственно, лошадь в пиковые моменты может гораздо больше развить силу, чем одна лошадиная сила. Ну, теперь возникает вопрос, а как вот дети задают вопрос, а кто сильнее, а во сколько раз, да? Сколько людей надо, чтобы удержать одну лошадь, усмирить ее? Ну вот диких мустангов объезжают, да? Вот сколько человек надо, чтобы завалить лошадь? Ну, тут это разные от умений этих товарищей метод, но в среднем вот мощность средняя человеческая и лошадиная соотносится 1 к 10. То есть в 10 раз. То есть 10 людей равносильно одной лошади.